Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами старший помощник Канашского межрайонного прокурора Тимофеева Ираида Михайловна. Канашской межрайонной прокуратурой проведена антикоррупционная экспертиза действующих административных регламентов администрации сельских поселений по предоставлению муниципальной услуги, выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объекта, капитального строительства и индивидуального строительства. Федеральным законом от 3 августа 2018 года о внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты в части упрощения размещения линейных объектов внесены изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая вступает в силу с 1 сентября 2018 года. Поскольку положения административных регламентов не приведены в соответствии с внесенными федеральным законом изменениями, Межрайонной прокуратурой внесены протесты в связи с наличием противоречий положениям действующего федерального законодательства. Федеральным законом от 3 октября 2018 года внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. Затраченные на диспансеризацию рабочие дни будут оплачены. Закреплено право работника при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день один раз в 3 года с сохранением за ним места работы и среднего заработка. Пенсионеры и работники предпенсионного возраста смогут получать освобождение от работы на 2 рабочих дня один раз в год. Подается соответствующее заявление. Дни освобождения от работы согласовываются с работодателем. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Федеральным законом от 3 октября 2018 года внесены изменения в статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поправки касаются злостного неисполнения судебного акта. Прописана ответственность для случаев, когда лицо за неисполнение того же судебного акта подвергалось административному наказанию. Санкции – штраф в размере до 50 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательная работа на срок до 240 часов, либо исправительная работа на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года. Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами помощник Канашского межрайонного прокурора Чувашской Республики Константинов Андрей Викторович. Сегодня я расскажу вам о новшествах, которые произошли в законодательстве Чувашской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, в 2017 году в соответствии с постановлением правительства от 5 сентября 2016 года Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики провело конкурс по выбору регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов, и по его итогам было подписано соглашение об организации указанной деятельности с ООО МВК «Экоцентр». Твердые коммунальные отходы – это отходы, которые образуются в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, которые утратили свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях или нежилых помещениях, которые возникли в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам относятся также отходы, которые образуются в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые по своим свойствам подходят под критерии, которые установлены для отходов физических лиц. С 1 октября 2018 года ООО МВК «Экоцентр» после установления Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам обязана заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с любыми физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также юридическими лицами и организациями. Региональный оператор осуществляет свою деятельность на основании лицензии, которая была выдана Управлением Росприроднадзора по Чувашской Республике. Услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами оплачивает собственник данных отходов. Это может быть физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Цена на услугу регионального оператора определена Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам в Чувашской Республике. Указанная цена или тариф образуется путем складывания расходов регионального оператора на сам вывоз твердых коммунальных отходов, а также с расходов, связанных с его захоронением, утилизацией, а также собственными расходами регионального оператора на осуществление своей деятельности. Так как жилищным кодексом услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами относится к коммунальным услугам, то граждане имеют право на получение мер социальной поддержки по оплате услуг, связанных с обращением с твердыми коммунальными отходами, которые применяются законодательством Чувашской Республики. При этом контейнеры, а также мусорные площадки могут находиться либо в собственности
муниципальных образований, либо в собственности управляющей организации. И, соответственно, если контейнерная площадка относится к общему имуществу многоквартирного дома, то, соответственно, обслуживается и ремонтируется за счет средств управляющей организации. Если же контейнерная площадка расположена на муниципальной территории, то расходы по ее содержанию и эксплуатации возложены на администрацию муниципального образования. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Помощник Канашского межрайонного прокурора Борисова Ксения Владимировна. Ответственность родителей за административный штраф ребенка. В силу статьи 2.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. При отсутствии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка штраф в силу части 2 статьи 32.2 названного кодекса подлежит взысканию с родителей. За уклонение от выполнения этой обязанности родители могут быть привлечены к административной ответственности в виде двукратного размера неуплаченного штрафа за ребенка, ареста или обязательных работ. В городе Канаш осужден местный житель за публичное оскорбление представителя власти. Канашской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Канашского района. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. Судом установлено, что подсудимый в вечернее время 17 мая 2018 года пытался скрыться от преследовавших его в связи с нарушением правил дорожного движения сотрудников ДПС во дворе частного дома своего друга, будучи в состоянии алкогольного опьянения. После его задержания он начал выражаться грубо, нецензурной бранью, употребил высказывания в неприличной форме в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил виновному лицу наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов.